Добрый вечер, уважаемые зрители канала Саулук Лайф. Меня зовут Байожа Аблайхан. Я врач, уролог-андролог. И сегодня мы с вами будем говорить о заболеваниях, передающихся половым путем. Почему важно обсуждать, почему важно говорить о заболеваниях, передающихся половым путем? Потому что сейчас идет массовая недооценка состояния, недооценка возможных последствий. То есть к этим заболеваниям венерическим относятся как к каким-то обычным. У людей появилось представление, что любое заболевание можно решить, обратившись в медицинский центр, пропить какой-то простой антибиотик, и, в принципе, на этом история закончится. На самом деле это очень большая ошибка, как я уже говорил, недооценка возможных последствий, потому что некоторые инфекции, передающиеся половым путем, неправильно леченные, неправильно диагностированные, могут привести к необходимости проведения хирургических вмешательств. Потом далее в сегодняшнем эфире я об этом расскажу. Немного скучной, но по сути ужасающей статистики. Каждый день в мире происходит более 1 миллиона случаев заражения излечимыми инфекциями, передаваемыми половым путем. Это хламидиоз, трихомониаз, микоплазменная инфекция и гонорея. Большинство из них протекает бессимптомно, то есть это тоже очень большая проблема. То есть человек может не знать о том, что он заражен инфекцией, и он подвергает риску не только себя, но и своих половых партнеров. В 2020 году произошло 374 миллиона новых случаев заражения людей в возрасте от 15 до 49 лет. То есть это тот возраст, где люди активно ведут половую жизнь. В 2022 году такой инфекцией, как сифилис, заразилось 8 миллионов взрослых. Количество лиц с генитальной инфекцией вируса простого герпеса оценивается на уровне свыше 500 миллионов человек в том же возрасте. И каждый год в результате инфицирования вирусом папилломы человека происходит более 300 тысяч случаев смерти от рака шейки матки. Более миллиона беременных женщин были инфицированы сифилисом, и это привело к почти 400 случаев неблагоприятного исхода родов. Обо всем будем говорить. Что касается, на данном слайде представлена наша казахстанская статистика, но я не думаю, что она достоверная, потому что у нас в принципе статистическая обработка очень плохо работает. А во-вторых, здесь мы сталкиваемся с еще одной проблемой, что люди с половой инфекцией не обращаются за помощью в профильные лечебные учреждения, обращаются в частные медицинские центры или вообще лечатся у знакомого. И еще одна проблема в том, что после завершения курса лечения люди обычно пренебрегают контрольными исследованиями. То есть симптомы исчезают, и люди думают, что на этом вся история заканчивается, и не проходит повторное, как я уже говорил, контрольное исследование. Что касается симптомов, симптомы и диагностика инфекции. Симптомы не заставят себя обычно долго ждать. Это могут быть выделения из мочеиспускательного канала любого характера, от слизистых до гнойных. Это может быть зуд, жжение, боль по ходу мочеиспускательного канала, боль в яичках, боль в половых органах. Это может быть нарушение мочеиспускания, высыпание, появление каких-то образований на коже половых органов. Следующая проблема, с которой мы сталкиваемся при обсуждении инфекции, передающейся половым путем, это страх перед диагностикой. То есть сейчас существует такое представление, что обязательно при обращении к специалисту врач будет вас обследовать методом взятия мазка, то есть используя какую-то большую щетку, которую надо будет ввести в мочеиспускательный канал, и от этого вы потом в течение 1-2 дней будете страдать, у вас будет тяжело мочиться. К счастью, сейчас этого всего можно избежать очень простым способом, собрав в стерильную банку утреннюю первую порцию мочи и отправив ее в любую доступную лабораторию на ПЦР-исследование.
этой самой мочи. То есть научно доказано, что по диагностической ценности ПЦР-исследование первой порции мочи не уступает ПЦР-исследованию мазка из уретры. Если говорить о таких инфекциях, как ВИЧ, вирусные гепатиты, сифилис, герпес и так далее, то здесь достаточно провести анализ крови из вены. Тут надо отметить сроки сдачи. То есть если у вас произошел незащищенный половой акт, и вы хотите провериться на вышеуказанные инфекции, то не обязательно, не надо сразу через день, два, три после вот этого самого полового акта бежать и сдавать кровь, потому что есть инкубационный период, то есть тот период, то окно, когда признаки инфекции еще не проявились. Поэтому оптимальный срок сдачи анализов – это 2-3 месяца. Почему важно регулярно обследоваться, знать о своем статусе инфицированности? Потому что, как я уже говорил, вы подвергаете риску не только себя, но и своих постоянных половых партнеров. Потому что, например, вирус папилломы человека, если то есть, каких-то фатальных последствий для мужчины он не несет, то для женщины он может привести к развитию рака шейки матки. Вот. Поэтому очень важно относиться серьезно к своему статусу инфицированности. Инфекции, передающиеся половым путем, еще раз, поочередно. ВИЧ. ВИЧ – это вирус иммунодефицита человека. Это вирус, который в своем исходе приводит к СПИД. СПИД расшифровывается как синдром приобретенного иммунодефицита. Это такое состояние, когда иммунитет больного не способен защитить вас от любой, даже самой маленькой незначительной инфекции. То есть, при СПИД человек может умереть от банальной простуды, от банальной пневмонии. Поэтому правильно говорить, что убивает не ВИЧ, а убивают инфекции и онкологические заболевания, которые развиваются на фоне ВИЧ. К сожалению, ВИЧ неизлечимое заболевание, но при своевременной диагностике, при раннем начале терапии можно значительно увеличить продолжительность жизни, причем речь идет о жизни на достаточно высоком уровне, и можно предотвратить развитие СПИД и даже дать здоровое потомство. Заразиться ВИЧ можно не только при половом контакте, также при использовании нестерильных медицинских инструментов, при контакте с иглами наркоманов и так далее. Как я уже говорил, диагностика – это анализ крови на ВИЧ. Сифилис. Сифилис бывает первичный, вторичный, третичный. Нам важно знать, что такое первичный. Он проявляется как? То есть в месте проникновения инфекционного агента появляется шанкар. Так называемый шанкар – это простым языком какая-то такая незаживающая язва, которая может не вызывать болезненности, но отличается она тем, что она очень плохо заживает. Возбудитель сифилиса очень контагиозный, то есть от него можно заразиться где угодно, даже при использовании общего полотенца. Вторичные и третичные сифилисы, они, в принципе, как бы не требуют обсуждения, потому что это они происходят, как сказать, развиваются при несвоевременной диагностике и при отсутствии лечения первичного сифилиса. Если вовремя начать лечить, если вовремя выявить и начать лечить, то, в принципе, можно полностью избавиться от сифилиса и избежать всех этих страшных последствий. Сифилис опасен для беременных, то есть он приводит к невынашиванию плода, к рождению детей с врожденными уродствами. Диагностика то же самое, анализ крови на сифилис. Вирусные гепатиты А, Б и С опасны тем, что
приводят к циррозу печени, в дальнейшем могут привести и к развитию рака печени. Легко заразиться половым путем, через иглы, через жидкости. Диагностика тоже через анализ крови. Вирусные гепатиты, если вот буквально в прошлом десятилетии это было очень страшное, тяжело контролируемое заболевание, сейчас, в принципе, вирусные гепатиты легко поддаются лечению, можно полностью избавиться от вирусоносительства и забыть о страшных последствиях, к которым могут привести эти гепатиты. Сейчас лечение доступно. Гонорея. Диагностика гонореи очень проста, то есть вам не надо никуда обращаться, гонорея всегда даст о себе знать. Из мочеиспускательного канала появятся гнойные выделения, появятся рези при мочеиспускании, будет очень трудно мочиться. Диагностика очень простая, ПЦР-исследование мочи или мазка из уретры, как я уже говорил. Гонорея опасна тем, что может привести к такому заболеванию, как стриктура уретры. Стриктура уретры – это сужение мочеиспускательного канала в различной степени, которое может привести к полному закрытию мочеиспускательного канала и отсутствию самостоятельного мочеиспускания. И стриктура уретры лечится только хирургическим путем. То есть даже при проведении каких-то сложных реконструктивных хирургических вмешательств риск рецидива остается высоким. Вот. Этим опасна гонорея. Хламидиоз. Хламидиоз – заболевание, которое вызывается хламидиями, тоже очень опасное заболевание, которое может стать причиной бесплодия у мужчин. Проявляется, как и другие половые инфекции, жжением, зудом на кончике полового члена, могут быть выделения, но в отличие от гонореи, выделения не гнойные, они слизистые и не имеют вот такого специфического зеленоватого оттенка. Диагностика тоже ПЦР-исследование мочи или мазка. Хламидиоз опасен тем, что в 50% случаев он протекает у мужчин бессимптомно. То есть мужчина даже может не знать, что у него есть хламидиоз, и, соответственно, он не будет обращаться за диагностикой, если его ничего не беспокоит, и подвергает риску себя и своего полового партнера. Гонорея, хламидиоз лечится очень просто, это приемами антибактериальных препаратов. При подтверждении диагноза назначается антибиотик каким-то курсом. Это может быть вообще прием всего одной таблетки, а может быть какой-то курс на 7-10 дней одного или комбинации антибиотиков. Вирус папилломы человека. У мужчин может вызвать рак полового члена, у женщин может вызвать рак шейки матки. Проявляется он наличием папиллом в области гениталий, поэтому если у вас есть папилломы, то очень важно пройти диагностику, выявить, какой вид вируса папилломы человека у вас. Самые опасные, то есть онкогенные, то есть приводящие к развитию рака, это 16 и 18 типы. Если у вас выявились такие типы вируса папилломы человека, то надо обратиться к специалисту, пройти, возможно, какую-то дополнительную диагностику и лечение. В принципе, очень часто вирус папилломы человека проходит самостоятельно. То есть, если вы будете укреплять иммунитет, вести здоровый образ жизни, то есть можно снизить активность вируса папилломы человека до минимума и не переживать о последствиях. Уреоплазмоз. Уреоплазмоз также может проявляться с зудом, жжением при мочеиспускании. Обычно выделений из члена никаких нету. Уреоплазму не всегда надо лечить, это в зависимости от того, какая уреоплазма. Опасность для мужчин уреоплазма – это
она может привести к бесплодию, у женщин она может привести к преждевременным родам. Поэтому лечение, все индивидуально, надо посмотреть, какой тип уреоплазмы у вас, и в зависимости от наличия клинических симптомов или клинических проявлений, лечение иногда назначается, иногда нет. Вот. Поэтому не занимайтесь самолечением, лучше обратитесь к специалисту, который подберет для вас индивидуальный путь. Вирус герпеса. Вирус герпеса, его существует два типа. Первый и второй проявляются высыпаниями в виде пузырьков. Ну, это, в принципе, всем знакомо. Диагностика также очень простая. Это либо анализ крови, также можно сдать ПЦР, исследование мазка или мочи. Герпес также при ведении здорового образа жизни, при укреплении иммунитета, активность герпеса можно снизить до минимума и также не переживать о последствиях. Трихомониаз часто протекает бессимптомно, часто не требует лечения, часто проходит сама. И бывает, что она протекает вместе с симптомами, но даже если и будут симптомы, то они обычно незначительные, незначительное жжение, незначительные рези, могут быть какие-то следствия выделения. Но диагностика, так же, как и при других инфекциях, это ПЦР-исследование мочи или мазка. Поэтому с такими инфекциями вы можете столкнуться. Бывает также, когда есть микс-инфекция, то есть несколько возбудителей, тогда это чуть усложняет процесс лечения. Поэтому, если, не дай бог, у вас выявились какие-то положительные анализы на что-то из вышеперечисленного, обратитесь лучше к знающему специалисту. В принципе, это все, что касается инфекций, передающихся половым путем. Поэтому хочу еще раз обратить ваше внимание, что очень важно оценивать возможные последствия от инфекций, передающихся половым путем. Очень важно проходить обследование, очень важно проходить контрольные обследования, очень важно наблюдаться у профильного специалиста и не заниматься самолечением. И вовремя обращаться к врачу. Но если у вас есть какие-то вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Задавайте их в комментариях. В принципе, вопросов нету. На этом у нас все. Спасибо большое за внимание. Надеюсь, был для вас полезным. Всего доброго.